Всем добрый день, меня зовут Раиса Зубарева, вы на канале Движение за независимость Саха. Сегодня я бы хотела поговорить о том, что происходит в последнее время. Конкретно начну я с замедлением мессенджера WhatsApp. Я сама звонила в Якутск по WhatsApp. Очень плохо слышно собеседника, прерывисто. И говорят, что на ДСК людям, которые живут на ДСК, вообще невозможно дозвониться. Вот. С Телеграмом такая же проблема, тоже его глушат. Скорее всего, это связано с тем, что Россия готовится к полнейшей блокировке этих мессенджеров. Ну, мы уже об этом на самом деле слышали, да, были новости, говорили о том, что поскольку WhatsApp это продукт компании Meta, а Meta запрещенная компания, да, в России, поэтому на территории Российской Федерации вообще не будет работать, да, WhatsApp. Также, ну, как Instagram, да, это тоже продукт Меты, вот, так же, как Facebook. Скорее, наверное, с VPN будет работать, а без VPN работать не будет. Ходят слухи, что ну, не ходят слухи, а так и есть, скорее всего, да. Они включают все иностранные приложения, все иностранные мессенджеры для того, чтобы люди переходили на приложение российское Макс. Вот. Но я не знаю, насколько это вообще возможно. Приложение, насколько я знаю, недоработанное, очень сырое, очень слабое, да, в отличие от того же самого WhatsApp, в отличие от того же Telegram. И вот. Но зато у властей, у российских появится возможность отслеживать передвижение, отслеживать переписку, отслеживать комментарии, которые, значит, им кажутся, ну, какими-то там провокационными, да. В общем, это делается только для того, чтобы, ну, всех переводят на Макс только для того, чтобы иметь всех, как бы, иметь всех. Вообще очень много таких событий происходит в последнее время. Репрессивные законы за тот же самый поиск экстремистского контента, да, там за использование VPN наказания, да, очень, да, усиливающиеся статьи, там, я не знаю, по фейкам, а, наказания все ну, становятся более такими жесткими, жестокими. Экстремизм можно теперь приписать любому человеку, который, я не знаю, там, а, кажется, с кем-то там сотрудничал, да, содействовал, переписывался, кого-то репостил, да. Ну, то есть, и тут же, значит, блокировка WhatsApp, Telegram, и тут же, значит, призыв осенний. Сейчас по осеннему призыву можно призывать с разными там заболеваниями, с которыми раньше не призывались люди, да, то есть вот эта вот статья годных, она расширилась. Массовая рассылка повесток, а, их нужно отслеживать, да, если раньше, значит, было такое, еще в прошлом году, да, вот ты должен был повестку получить на руки повестка в бумажном виде, расписаться за нее, и тогда она считалась вручной. Сейчас электронная повестка, как только она отправлена на госуслугах мужчине, молодому человеку, то она уже в тот момент считается вручной. Неважно, есть у него госуслуги, зарегистрирован он там, не зарегистрирован там, открыл он эту повестку, не открыл он эту повестку. Она уже считается с того момента, как только ее отправили, она уже считается врученной. Мужчинам в этом случае, значит, есть и даже, да, сейчас, нам уже четвертый год войны идет, и даже сейчас есть возможность, если человек не хочет идти на войну, спасти свою жизнь. Во-первых, все же существует альтернативная
гражданская служба. Можно это использовать, да. Можно, я знаю, насколько я знаю, не берут айтишников. Если вы учитесь в университете по IT-специальности, а, вполне возможно, вас не призовут. Ну, более так вот щадят, да, скажем так, айтишников. Можно, я не знаю, там оформить справку на то, что вы единственный опекун для своих детей или там для своих беспомощных там родственников, бабушек, дедушек, да, которые сами не могут себе за собой ухаживать. И все-таки вариант скрываться. Уезжать или скрываться. Если вы не можете уехать, есть безвизовые еще пока страны, куда можно уехать, тот же самый Казахстан и тот же самый Кыргызстан. Вот. Или скрываться. Скрываться, уезжайте в деревню, уходите в тайгу, и не попадайтесь на глаза полиции. Вы же видите, да, полиция сейчас тоже занимается зарабатыванием денег, да, каждому, видимо, платят процент какой-то, отчисляют за то, что он поймал мужчину и отправил его на войну, заставил его подписать контракт, да. Вот, ни в коем случае следите за собой, обязательно следите за тем, где вы находитесь, что вы делаете, не попадайтесь пьяным, потому что бывали такие случаи, мужчина избегал повесток, не получал их, поменял место жительства, но попался пьяным и, в общем, его и был отправлен на войну и сидел в плену. Я сама лично с таким мужчиной разговаривала, с военнопленным. Обязательно следите. Если раньше вы могли не следить, не смотреть, да, то есть вы не знали, что вы получили повестку, то сейчас вам нужно обязательно за нею следить. Сейчас не важно, есть у вас госуслуги, нет у вас госуслуг, открыли вы, не открыли, вы должны знать, что происходит. Следите, получили вы повестку или не получили вы повестку, знайте. Вооружен, значит, как это? Осведомлен, значит вооружен. Если кто-то у вас должен пройти срочную службу, надо всеми правдами и неправдами, особенно если это не юноши, которые только-только закончили школу, до 18-летние, если это мужчины от 20 и выше, обязательно постарайтесь сделать все для того, чтобы они не попали в армию. Армия – это стопроцентная гарантия того, что мужчина попадет на войну. 3 месяца учебки, потом всякими способами их буду заставлять подписать контракт. Ни в коем случае не отдавайте своих людей, своих детей в армию, своих братьев, там, отцов, я не знаю, там, сыновей, да, не отдавайте в армию. Если вы собираете справки и пытаетесь взять отсрочку от армии для своего родного человека, то ни в коем случае не делайте так, чтобы он своими ногами шел в военкомат. Всячески можно отговориться, сказать, что, ну, я не знаю, там, запил, да, куда-то пропал, да, или там лежит в больнице, положите его в больницу, лежит в больнице, да, поэтому я, допустим, если это мама, я сама собираю справки, или если это отец, я сам собираю, вот, приношу для того, чтобы получить отсрочку. Но ни в коем случае человек, который получил повестку в армию, не должен своими ногами идти в военкомат и контактировать с теми, кто работает в военкомате. Это стопроцентное, значит, попадание в армию, а оттуда на войну. Нету никаких гарантий, что вот он пришел, справки там принес, ВКК прошел, и, значит, у него появилась отсрочка, там он стал негоден, да. Нету никаких гарантий. Это практически стопроцентное попадание на войну. Не ходите туда своими ногами, не контактируйте лично с военкоматом. Все эти события, которые в последнее время происходят в Российской Федерации, да, они говорят о том, что войну никто не собирается заканчивать.
Несмотря на то, что сейчас вот Путин будет встречаться в эту пятницу, Путин будет встречаться с Трампом, и, возможно, будет прекращение огня на территории Украины, ну, в обмен на какие-то там территории, да, это уже не важно. Несмотря на то, что будет прекращение огня, все то, что происходит, говорит о том, что, скорее всего, будет большая война. Будет большая война, события, кстати, в Беларуси последние, да, они тоже об этом говорят. События в Азербайджане, кстати, да, на них тоже нужно обратить внимание. Как раз таки в 2008 году, перед этой короткой восьмидневной войной с Грузией, точно такие же события происходили с давлением на грузин, происходили в России, какие сейчас происходят с давлением на азербайджанцев. Один в один события, такие же самые, значит, ловля, такая же самая, значит, ловля людей с гражданством Азербайджана и депортация их. Я сама тогда работала в газете в 2008 году, и это прекрасно помню. У нас в республике на тот момент проживало не так много грузин, где-то около там 10 человек, и, и даже при таком маленьком количестве они нашли одного грузина и его депортировали. Он там какое-то время сидел в депортационной тюрьме и потом был позже депортирован. Вот. Сейчас происходят те же самые события, поэтому не исключаем, что будет большая война и, скорее всего, может быть на территории постсоветских государств. И может быть, ну, это может быть Украина, но очень сомнительно, если война остановится там, да, если он пообещает Трампу и остановит войну, сомнительно, что он обратно пойдет в Украину. Это может быть Молдова или какая-то одна из стран бывшего Советского Союза, или Казахстан, хотя тоже непонятно, потому что там Китай очень сильный, да, это зона влияния Китая. Или это может быть Армения, поскольку Армения не является страной НАТО, поскольку Армения сейчас подписала вот эти последние тоже события, когда они подписали там какие-то декларативные договоренности с Азербайджаном. Я не думаю, что России это понравится. Надо очень внимательно следить за событиями, потому что они могут отвлекать, да, вот угрозы в отношении стран Балтии, угрозы в отношении Молдовы, они могут быть такой некой красной женщиной в красном, да, когда все люди будут отвлечены этим, Путин совершенно спокойно сможет напасть. От этого человека можно ожидать всего, из всех, значит, сценариев, да, возможных, Путин всегда выбирает самый худший. Давайте, ну, логически, да, если рассуждать, то что Путин будет делать? Вот наступит перемирие. Там многочисленная, многотысячная, да, армия уже подготовленных, значит, бойцов. Что он с ними будет делать? Неужели он их распустит и отправит по домам? Заплатит им, значит, все деньги, которые они должны выплачивать участникам, да, боевых действий, контрактникам, и отпустит их домой. Ну неужели вот в это кто-то может поверить? Я вот не так давно читала интервью тоже польского военного обозревателя, который тоже говорит, не надейтесь, вот вы слышите слова европейских политиков, да, всяких разных министров обороны, да, разных стран, которые говорят, что вот Россия может напасть на одну из стран НАТО в течение там, ну, разные сроки дают. Кто-то говорит 3 года, да, кто-то говорит 5 лет, в течение 5 лет. Ну, 5 лет это вот самый такой распространенный срок, который все дают. Вот. Ну, а этот польский военный обозреватель, он сказал, почему вы думаете, что Россия нападет на кого-то в течение 5 лет? Откуда такие вообще сроки большие? У Путина, я склонна верить, да, этому человеку, не верить, а согласиться с ним. У Путина многотысячная армия. Куда он ее денет? Это будет просто даже с точки зрения, с его точки зрения, нелогично и даже как-то непрактично отпускать их всех домой.
Вот она у тебя уже стоит готовая, да. Проведи пару, скоро будет, кстати, учение опять, да, с Беларусью. Проведи два-три учения, да, обучи опять людей, опять их обучи, не отпуская никого домой. И через несколько месяцев, буквально до конца года, он может напасть на одну из стран НАТО или на какого-нибудь ближайшего соседа типа Азербайджана или Армении. Ну, на Грузию, скорее всего, нет. В Грузии пока все спокойно. Пророссийский режим там удержался. Вот, поэтому я не думаю, что они на Грузию будут нападать. Но Армения, Молдова совершенно спокойно могут попасть под путинский прицел. Вот. Совершенно спокойно могут стать объектом нападения со стороны Российской Федерации. Абсолютно спокойно. Давайте не будем обольщаться. Давайте не будем думать, что раз война, значит, закончилась, раз в Украине наступило прекращение огня, то Путин всех распустит по домам и, значит, больше никуда с войной не пойдет. Нет, не надо обольщаться, он обязательно на кого-нибудь нападет. Именно поэтому сейчас все делается для того, чтобы людей не выпустить из страны. Электронные повестки, запрет тем, кто уже получил повестки, запрет на ведение разной деятельности, да, там невозможность получить права, невозможность открыть ИП, невозможность получить загранпаспорт. Для чего все это делается? Да, ну, по сути. Что там еще? Опять же, закрываются мессенджеры, да, для того, чтобы люди не могли друг с другом общаться, для того, чтобы люди не могли передавать друг другу какую-то информацию, координировать свои действия. Может быть, еще и такое, что он боится, что начнутся протесты внутри страны. Мы же видим, да, насколько эта лодка, она уже ну, в таком положении находится, достаточно нестабильном, да, она качается очень хорошо. И это видно по тому, что в Алтае происходит, это видно по тому, что у нас в республике происходит, это видно по тому, что насколько такой накаленный очаг находится в Башкортостане, да, и это видно по тому, что происходит в республиках Северного Кавказа. Посмотрите, в Дагестане все время происходят какие-то стычки с полицейскими, какие-то локальные э, такие противостояния. Вот. Ситуация, конечно же, внутри страны очень нестабильная, очень нестабильная. Новая большая война, ну уже такая более масштабная, она неизбежна. И будет все-таки большая мобилизация в стране. Повестку получит практически каждый человек от 18 до 30 лет. Если вы не служили в армии, то, скорее всего, если вы там ограниченно годны были когда-то, да, то, скорее всего, вы пойдете в армию все равно. И те, кто служил в армии, тоже пойдет в первую очередь на войну. Но, к сожалению, вот такие не очень хорошие, значит, предвестники, да, предвестники не очень хорошего будущего, правильнее было бы так сказать. Я предлагаю всем подготовиться к этому, быть максимально, значит, мобильным, суметь выехать. Прямо сейчас уже нужно выезжать. Пока еще есть возможность. Ребята, дорогие мои, уезжайте. Очень прошу всех мужчин Саха уехать. Всех мужчин Саха. И желательно женщин, которые тоже могут отправиться на эту войну. Женщины-медики тоже, пожалуйста, уезжайте. Подумайте о своих семьях, подумайте о своих будущих, значит, о своем будущем, о своих жизнях. Вас тоже совершенно спокойно, как военнообязанных, могут отправить на эту войну. Пожалуйста, сделайте все для того, чтобы защитить себя и защитить свои семьи. Вот, ну на этой печальной ноте, пожалуй, все сегодня.
Спасибо за внимание. Будем очень внимательно следить за событиями. Пожалуйста, не говорите о том, что вы не занимаетесь политикой. Поэтому вот, потому что сколько бы вот раньше люди же говорили, да, ой, мне это не интересно, давайте не будем говорить на политические темы. Как показывает практика, если вы не занимаетесь политикой, да, то политика обязательно займется вами. И она уже вами занимается. Вам нужно быть в курсе событий. Вам нужно отслеживать любое маломальски там значимое событие, заявление российских властей. Вам нужно на это внимательно, значит, за этим внимательно следить, обращать на это внимание. Вот, ну и все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, будьте в курсе, значит, новостей последних. Ставьте лайки, комментируйте и это видео, и другие видео, пожалуйста, прокомментируйте. Это очень поможет и продвижению нашего канала, и продвижению нашего движения. Всем спасибо, всего хорошего.